Всем мира, друзья! Сегодня поговорим о трагических событиях геноцида ногайского народа в конце 18 века. Алга. К 80-м годам 18 века территория Крымского ханства фактически была занята российскими войсками. Положение народов Крымского ханства осложнилось. Российские власти установили полный контроль над ногайцами западных провинций Крымского ханства и, переселив их на северо-западный Кавказ, в восточные владения ханства, пытались создать с их помощью социальную базу для превращения в дальнейшем этих ногайцев в российских подданных. Ногайцы, как российские подданные в пределах Крымского ханства, представляли собой прекрасную базу для отложения сначала самих ногайцев, а затем и всего ханства из-под влияния Османской империи. Российское командование продолжало наращивать воинский контингент в пределах Крымского ханства в Крыму, на северо-западном Кавказе, в других частях и приступило к строительству укреплений и крепостных сооружений. Местные жители, не согласные с российским присутствием в регионе, вынуждены были оставлять места своего жительства и переходить в другие края, подальше от мест дислокации российских войск. Образовалась линия фронта, закубанские народы, ногайцы, черкесы, абазины и другие совершали нападения на российские посты и укрепления. Активность со стороны Российской империи нарастала и в связи с тем, что вновь заявила о своих интересах в регионе Османская империя. Так, в апреле 1780 года в крепости Суджук-Кале было объявлено, что все закубанские народы принадлежат султану. Звучали призывы к восстанию. Шагин-Гирей, в то время все еще хан Крымского ханства, пытался стабилизировать обстановку на Кубани и по-своему решить проблемы кубанских и закубанских народов. Однако одиозность его фигуры, зависимость от российской администрации повлияли на то, что меры по наведению порядка, которые он предпринимал, носили скорее декларативный характер. Его постановления за Кубанью не принимались к руководству. Напомним, что левобережная Кубань оставалась вне поля российского влияния. Закубанцы заявили, что они отказываются быть подданными российского ставленника Шагин-Гирея. Таким образом, ногайский народ поделился на тех, кто принял подданство Российской империи, и тех, кто отказался его принимать. В конце 1780 года недовольных ногайцев на северо-западном Кавказе возглавил прибывший из Османской империи комендант Сулейман Ага. Действия протеста выражались в том, что кубанские ногайцы угоняли лошадей и нападали на своих сородичей и соседей, находившихся в поле российского контроля и также в прочих акциях. Эти случаи приходятся в основном на март-апрель 1781 года. Шагин-Гирей пытался нормализовать обстановку силой. В апреле и мае 1781 года по его повелению в Закубанье двинулись ногайские отряды, однако меры по умиротворению Кубани были безуспешными. Ногайцы, направленные им в Закубанье, уступали черкесам в боевом оснащении. Они имели сабли, сагайдаки, деревянные пики без железного наконечника. Черкесы обладали ружьями, которых у ногайцев в вооружении почти не было. Кроме того, закубанцы защищали свою свободу, свою землю, а ногайцы Шагин-Гирея были побуждены к этому военному походу под воздействием не внутренних побуждений, а под нажимом своих властей. Некоторые ногайцы Шагин-Гирея оставили его и переходили на сторону закубанцев. Все это привело к тому, что волнения охватили все народы северо-западного Кавказа. Кроме того, восстание охватило и Крым. А восставшие крымцы пригласили на ханский престол брата Шагин-Гирея, Сераскира Адыгов, Бегадыр или Батыр-Гирея. По прибытии Бегадыр-Гирея с Кубани в Крым местные повстанцы под руководством султана Алима объявили о свержении Шагин-Гирея. Причины его восстания, охватившего Кубань, крылись в глубоких внутренних социально-экономических и психологических проблемах. Государственная социально-экономическая политика Крымского ханства и особое положение ногайских орд в этом ханстве представляли ногайским массам привилегии, создавали для них такие условия жизнедеятельности, которые были приемлемы и приняты ими. Изменение мест проживания, где ногайцы столкнулись с голодом, болезнями, другим статусом и управлением, а главное требованиями дисциплины, все это вместе породило трудности, которые
могли бы быть преодолимы, но за длительное время, однако этого времени у нагайцев не было. В 1782 году восстание против Шагин-Гирея разгорелось с новой силой. Усилиями российских войск под командованием Александра Васильевича Суворова крымский престол вновь занял Шагин-Гирей. Хан простил своих братьев, а изменившего ему Мухаммед-Гирея, еще одного родственника, приказал забить камнями на площадь. Российское правительство приняло решение фактически и юридически закрепиться в Крымском ханстве. Итак, 27 сентября 1782 года российские войска под командованием генерал-поручика Бальмена заняли Крымский полуостров. Командир Кавказского корпуса Суворов контролировал нижнюю часть Кубани, Потемкин верхнюю. В конце 1782 года Екатерина II поручила Потемкину готовиться к присоединению Крымского ханства к Российской империи. Переговоры Шагин-Гирея с резидентом Лашкаревым завершились согласием крымского хана отречься от престола в пользу российского монарха. 8 апреля 1783 года высочайшим манифестом Екатерины II провозглашалось присоединение к Российской империи Крыма, Тамани и Кубани. Полуостров Крымский, остров Тамань и вся кубанская сторона приняты под российскую державу. Согласно рескрипту Екатерины II, Потемкину от 8 апреля 1783 года генерал-аншеф дал повеление командующим войскам привести к присяге на верность всех нагайцев правобережья Кубани. Желающим перейти на левый берег реки Кубани, находившийся все еще в владении османских властей, препятствовать запрещалось. Так некоторое количество нагайцев переселилось за Кубани. Приведение к присяге нагайцев, находившихся на российской стороне, было возложено на командующего кубанским корпусом Александра Васильевича Суворова. Суворов к лету 1783 года контролировал весь правый берег Кубани, от современной станицы Кавказской до самого устья реки Кубани. Необходимой мерой для закрепления в Прикубани являлось благополучие принятия присяги оставшимися нагайцами. С отречением Шагин-Гирея в пользу российской императрицы нагайцы приобретали юридически и практически нового очередного правителя. Принятие присяги – акт во многом формальный, но считающийся в лучших традициях Российской империи как законообразующий и публичный. Наравне с российскими властями привлечь на свою сторону нагайцев пытались и османские власти. Однако в силу объективных условий, утраченные позиции, неспособность противостоять российскому распространению в Крыму и на Кубани, безуспешные попытки реванша, Османская империя не имела такого шанса, как Российская империя. Помимо международного содействия, единственной надеждой Константинополя было упование на инициативу и желание бороться самих народов Северного Кавказа, в том числе кубанских нагайцев. 28 июня 1783 года по предварительной договоренности с каймаканом Идышкульской орды Мурзой Шакиром состоялось торжественное собрание верхушки нагайского народа, живущего около Копыла, на котором Мурза, Эфенди и прочие совершали церемонию принятия присяги. Не выразившим из этих нагайцев покорность, нагайцы Узы-Кады, Мурз Асланбековых и других предложили переселиться в тот же день. Нагайским мурзам Аслям-Мамбету, Мурзабекову, Мамаю, Зукалею, Мусе Асланбекову и другим было рекомендовано подойти со своими людьми к реке Ее. Некоторые из них, например, нагайцы Тавсултана, находились под конвоем российских войск и донских казаков. Условия перевода в Уральские степи с нагайской стороны принял Халил Ага-Эфенди, занимавший, видимо, верховное положение в Едисанской, Джимбай-Луковской и части Буджакской ордах. Так, 30-31 июля, 1 августа Мурзы, Джимбай-Луковских и Едышкульских нагайцев во главе с Мурзою Канакаем повернули с реки Кула-Яйки обратно на Кубань. Но они не смогли разорвать кордон по реке Большой Яи и были разбиты ротой Бутырского полка. Затем волнения охватили остальных нагайцев. Одна за другой партии нагайцев поворачивали назад, несмотря на заслон, жесткие столкновения, потери. В итоге уцелевшие нагайцы, бросив имущество, скот, прорвались за Кубань. Нагайцы Джимбай-Луковской, Идышкульской и Ясанской орд перешли во владение, сохраненное за Османской империей, к черкесам и закубанским нагайцам, владельцам Касаевской орды,
Наврузовской Орды и Хасбулатовской Орды. В течение 7-10 дней нагайцы в отчаянии нападали из-за Кубани на российские укрепления. Узнав о срыве операции, князь Потемкин повелел Суворову подавить бунт нагайцев. 30 сентября они форсировали реку Кубань в 10 верстах от места впадения в нее реки Лабы. 1 октября российские войска двинулись вверх по Лабе. Они настигли нагайцев в урочище Керменчик и Сары-Шагар. В предрассветные часы, когда основная масса восставших совершала утренний намаз, генерал Суворов подал сигнал к атаке. Нижегородцы, владимирцы и донские казаки со всех сторон без выстрелов ринулись на нагайцев. Бой с переменным успехом длился весь день, и только в 10 часов вечера нагайцы начали отступать. Только Нижегородский полк, преследуя противника, уничтожил более 10 тысяч нагайцев. В сражении в устье Лабы геройски погибли все руководители восстания. Пали практически все мурзы некогда могущественных ежегурских и тесанских, джембылуковских племен со всем взрослым населением. Зачистка нагайцев продолжалась несколько недель. В операцию были вовлечены, кроме 16 полков, и местные гарнизоны практически по всему Северному Кавказу. Не щадили ни женщин, ни детей. Экспедиция российских войск против нагайцев, ушедших за Кубань, завершилась почти полным истреблением нагайского народа. Оставшиеся нагайцы были разорены и рассеяны. Общие потери нагайцев от суворовской карательной экспедиции неизвестны. Разные источники называют разные числа жертв от этого геноцида, от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч человек. Российский террор вызвал массовый исход репрессированного народа. Минимум 700 тысяч нагайцев покинули родину и нашли свое убежище в землях подвластных Османской империи. Сохранился приказ по армии с характерными особенностями суворовского стиля. Войскам отдыха нет до решительного поражения, истребления или плена неприятеля. Если он не близко, то искать везде, пули беречь, работать холодным оружием. Когда Екатерине II доложили о подавлении нагайцев, она воскликнула, что нагайский вопрос решен окончательно. Огромные степные просторы были зачищены от тюрков для заселения славянами и немцами. А 28 декабря 1783 года в Константинополе был принят документ, в 3 статье которого отмечалось: принимая за границу на Кубани реки Кубань, российский двор отрицается в то же время от всех татарских поколений, обитающих по левую сторону сказанной реки, то есть между рекой Кубанью и Черным морем. Этот документ означал протест против действий российских войск за Кубанью, на левую сторону которого они не имели права вторгаться. В начале 1784 года вышел царский манифест Екатерины II о присоединении Крыма, Тамани, правобережья Кубани к Российской империи. 13 февраля 1784 года это присоединение официально признали власти Османской империи. Таким образом, часть территории Крымского ханства, полуостров Крым, площадь от Перекопа до Днепра между Конскими водами и Бердой, Таманский полуостров образовали земли Черноморского казачьего войска в качестве административной единицы, получившей название Таврическая область. Правобережная Кубань вошла в состав Кавказской губернии. Оставшиеся на Кубани едесанские, джембылуковские и едышкурские нагайцы расселились в основном среди наврузских, касаевских нагайцев, тимиргоевских и бжедукских черкесов. Академик Палас, путешествовавший по Крыму и Тамане в 1793-94 годах, писал о нагайцах, что не привыкшие к подчинению, многие из них бежали за Кубань и здесь, после многих сражений, были окончательно рассеяны. В горах Кавказа живут несколько разобщенных ветвей нагайцев и татар. К тому времени, когда он находился на Тамане, то есть примерно через 10 лет после описываемых событий, по его свидетельству, прежние черкесские и татарские деревни этой местности, также и деревни некрасовских казаков, теперь совсем опустошены и почти сравнялись с землею. Так завершился один из самых трагических этапов истории нагайцев. К сожалению, дата 1 октября так и не стала официальным днем памяти жертв тех давних событий.
Но для многих братских тюркских и не только тюркских народов этот день известен и памятен. Ну а мы, татары, сквозь время надеемся и в будущем делиться с вами интересными событиями из нашей общей истории. С вами был Ринат Хабибуллин. Ассаламу алейкум, саубулас и до новых встреч. Пока.